Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Он ли ваш мужчина по судьбе? Кто он в вашей судьбе? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Назовите его по имени мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Он ли мой мужчина по судьбе? Кто он в моей судьбе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что нам расскажет песочек и высшие силы о вас и о вашей судьбе. Так, ну что, мои дорогие, этот человек, конечно же, в вашей судьбе имеет очень важную роль. Он вам идет как кармический учитель. Ваши отношения, они, в принципе, да, вот если вы сходитесь в пару, в брак, это получается кармический брак и кармические отношения. Не всегда кармические отношения – это драма и трагедия. Вы понимаете, карма же это ж не просто так, да, нас учат, нас к чему-то подводят, нам дают новые знания, возможности, чему-то научиться, что-то искупить, что-то в себе проработать. Конкретно какие у вас отношения, да, вот в чем ваш урок, это нужно смотреть, конечно, индивидуально. Но те, кто зашел именно на эту отсыпочку, загадал человека, здесь идет именно кармические отношения. Конечно же, они непростые, конечно же, они не идеальные, но это не просто так, и встреча ваша была не просто так, и то, что происходит не просто так, и то, что вы связаны по ручкам и ножкам, а я вижу, тут вы связаны с друг другом, это тоже все не просто так. Ну, буду читать, буду вам рассказывать. Связь, конечно, здесь очень прочная, тут такая связь, когда вместе тяжело и врозь никак. Воете волком, что один, что другой, когда не вместе. Постоянные мысли, прям такое навязчивое состояние, да, где он, как он, и у него то же самое, где она, с кем она, любит ли, забыла ли, да, постоянная вот какая-то любовь тревожная у вас получается. Вы знаете, в этих отношениях вам нужно научиться, во-первых, доверять. Во-вторых, принимать. Ну и в-третьих, самое главное, это, конечно же, терпение, смирение и принятие. Да, потому что я вижу, что многие прям таки борются, прям тут и воспитание может быть, кто-то кого-то перевоспитывает, переделывает, перекраивает, а другой пока соглашается, потом бунтует, да, говорит, нет, не надо меня тут переделывать, а кто-то наоборот, да, как раз таки попал в эту мясорубку, когда его переделывают, да, ваш партнер может переделать. Здесь, знаете, здесь есть все. Здесь вот такая, знаете, мексиканская мыльная опера. Тут все случилось. И третьи лица я вижу тут постоянно. И с вашей стороны огонь подливают, и с его стороны кто-то вмешивается. И недоверие, и ревность какая-то идет, и надрыв просто какой-то в любви, да, до боли, до искр, понимаете, и при этом при всем страсть. Безумная страсть, безумное влечение, не могу надышаться, нужен мне этот человек рядом, и переживания, прочее, прочее. Очень много всего накрутилось. Итак, мои дорогие, по судьбе ли вам этот человек? Однозначно да, потому что это кармические отношения. С этим человеком, да, вы, может, и не проживете долгую счастливую жизнь душа в душу, да, когда там люди в идеальных типа отношениях, которых в принципе-то не существует, но эти отношения, которые однозначно помогут вам пройти кармические уроки, закрыть кармические долги и, конечно же, очень многому научиться в ментальном плане. Легкие эти отношения? Абсолютно нет, сложные, безумно сложные, трагичные даже могут у некоторых быть. Здесь мужчина, знаете, такой может быть, он не подкаблучник, он скорее гулёна, да, вот его что-то толкает в путь, что-то его там манит в дорогу, он постоянно куда-то собирается, у него там 1001 дорожка, там то друзья, то знакомые, то родители, то еще кто-то, там все время появляются люди, которые его к себе зовут, к себе приманивают, а он как пересекать поле, да, встал,
там утром ножки обул, да, и уже покатился, куда глаза глядят. Не семейный человек, да, вот такой вот он. И туда, и сюда. Но, опять же таки, это его, возможно, карма. Возможно, у него нулевой аркан в его карте рождения, да, и его тянет постоянно в путь, он не может сосредоточиться, он не может просто бросить якорь. Человек сложный, мужчина с очень какими-то поэтичными нотками в душе, он фантазер, он умеет красиво говорить. Если ему надо, ну, извините, он и котиком ласковым прикинется, но дух у него бунтарский, и он с этим духом своим ничего сделать не может. Он с ним борется, но дух его побеждает. Знаете, вот у кого-то мужчина такой, вот он вроде как тихий-тихий, спокойный, и все вам могут там говорить: ой, да у тебя же такой тихий мужчина, он же такой вот там ниже травы, ниже воды, да, тише воды. А на самом деле нет, там такие чертики у него водятся, он такой может прям ураганом стать, что вы иногда думаете: да, не знаете вы его, не живете вы с ним. Вы иногда его побаиваться можете. Вот мужчина может прям его кидать, да, вот он вроде добрый, хороший, милый, и тут раз что-то с ним случилось, и он стал какой-то агрессивный, у него прям кровью глаза наливаются, и он такой прям злой становится. Он, кстати, мог не только в вашу сторону, да, может быть, вы еще не видели, чтобы он в вашу сторону так делал, но на других людей вы могли видеть, и у вас реально вот прям холодок пошел, да, вот подумали: а вот если ты против меня так пойдешь, да, с таким вот, как бык, да, на красную тряпку пойдешь, страшно вам тогда было. Знаете, этот мужчина, его нельзя драконить, у него есть какая-то травма с детства, вот его, может быть, как-то обидели, может, что-то с ним такое плохое сделали, что он прям вот прям сказал, что в следующий раз я вот прям буду драться до последнего вздоха, но я не дам себя обидеть. И вот у него бывает такое, что он себя, у него как это называется, агония какая-то, да, и он себя не контролирует. Вот такие моменты редко, но они с ним встречаются. И знаете, очень страшно, чтобы вот мужчина в такой момент случайно, например, в машине не ехал, да, не рулил машиной, потому что здесь можно ждать чего угодно. Что касается вас, ну, у вас тут, понимаете, два состояния: то вы злитесь, то вы плачете. Очень тревожно на душе, потому что мужчина как бы, ну, нравится, тянет, привлекает, заманивает, хочу его, дурака жалко. Знаете, ну, у каждой девочки свое отношение, но вижу, что он в вашем сердечке наследил, причем наследил конкретно. Он вас подцепил, понимаете, вот подцепил крючочком, постоянно вот, знаете, как рыбак, да, натягивает вот эту блесну, я не знаю, как это правильно называется, и вроде как бы он и вас и не берет в руки, да, но в то же время не отпускает. Вы постоянно у него на привязи находитесь. И этот человек, у него есть магнетизм очень сильный, и он вас к себе притягивает. Он о вас подумал, а вам там заикалось, да, либо он вам приснился, либо вы о нем вспомнили, запах его почувствовали, понимаете? Вот даже некоторые девочки могут чувствовать его состояние, то есть радуется, смеется, либо грустит, либо болит, понимаете? Вот так вот даже может быть. Этот мужчина еще тот гипнотизер, он вас как хотите загипнотизировал, он имеет над вами власть, девочки, а власть он эту имеет, потому что вы читаете его душу. Вот вы читаете, вы думаете: а ну на поверхности ты такой колючий ежик, да, а в душе это же ну, розовое облачко, да, очень нежный и ранимый. И еще раз говорю, вот тут такое состояние, что вам то его жалко, вы его очень сильно жалеете, то вы готовы его прям на кусочки порвать, да, вот как злиться, бесит иногда. Вот какой он, да, непробиваемый, он дурачок, прям говорите: какой же ты дурачок у меня. То есть, понимаете, такой момент. И вы, желая, чтобы у вас все хорошо было, вот многие не знают, а что делать: оставаться либо уходить, будет ли что хорошее, да, вот что я получу. Я и так иногда переживаю, так иногда расстраиваюсь, и даже не знаю, что мне делать, никто мне не подскажет. Мои дорогие, ну что я могу вам сказать? Здесь карма, да, и у вас два выбора: либо вы сейчас с ним эту карму свою пройдете, худо-бедно, но пройдете, вот я вас уверяю, потому что я вижу здесь выход, либо вы, скажем так, мужчину с большой кровью, с мясом от себя отрежете, долго будете о нем думать, вспоминать, и прям не будет он вас отпускать, потому что вы как кровники уже стали. И, ну, вы понимаете, дорогие мои, потом в следующем воплощении опять встретитесь, и опять та же самая будет история у вас происходить. Поэтому думайте сами, решайте сами. Я вижу, что в этих отношениях, ну, извините, но двое грешат, и я не могу тут против мужчины прям сказать, что вот ты виновата, либо против женщин сказать: нет, это ты виновата. Нет, я вижу, что вы двое очень похожи. Вот они, вы вдвоем, видите?
одинаковые люди. Вот вместе в паре, и у вас на двоих одна и та же карма, похожая очень сильно. Здесь по короне однозначно вы проходите карму, как ни крути. Не просто так вы встретились, не просто так вас соединили, не просто так все это происходит. Да вы и сами знаете, сами чувствуете. Вы знаете, если вы останетесь вместе, то вы пройдете, вы можете пройти абсолютно все, и вы можете выйти на этот новый счастливый уровень, там, где каждый отчитается по полной за свою карму, за свои кармические уроки. Действительно, это поможет вашим душам выйти на новый счастливый уровень. Если вы вместе проходите всю карму, то мужчина получает большой успех, деньги получает какую-то реализацию очень такую конкретную вот по своей, да, работе, там, должности. Это вплоть до того, что этот мужчина даже удачу большую может получить. А у женщины получается, она как хозяйка становится, хозяйка не только своей жизни, но и этого человека, потому что он-то, конечно, вас заякорил, но все от вас зависит. Понимаете, вы очень сильно можете влиять на этого человека. Когда вы вместе, вы его поддерживаете, своей энергетикой поддерживаете. С вами вместе он цветет и пахнет, понимаете, цветет и пахнет, у него прям идет все как надо, да? Он прям чувствует себя классно, у него дела делаются, вы ему приносите удачу в жизнь. Как только вас нету, вы там разругались, там ушли в паузу, разошлись по разным углам, то этот мужчина хереет в прямом смысле слова. У него здоровье вниз идет, у него эмоциональные его качества идут вниз, самооценка у него сразу низко падает к нулю, а кого-то даже ниже нуля. И плюс к тому, что отворачивается от него удача, отворачивается от него фортуна. Поэтому, мои дорогие, у вас по судьбе, вот смотрите, кто смотрит, здесь вообще по два, да, по два брака могут быть, по двое, там, например, там, влюбленности, любви. То есть в любом случае это не приговор быть вместе с этим человеком. Я вам говорю, что если вы вместе, то вы можете пройти свои кармические уроки, закрыть свою карму. Если вы понимаете, что тяжело, не выношу, не получается, тогда вы расходитесь. Но расставание, расход будет очень жесткий. Долго вы еще будете друг о друге думать, вспоминать, будет очень сильно тянуть. Поэтому думайте, решайте сами. Отношения, на мой взгляд, они Богом данные для того, чтобы нас сделать вас, сделать лучше, сильнее и действительно закрыть свои долги за прошлое. Так что, мои дорогие, тут, конечно, дело ваше, ваш выбор. Для себя решайте и думайте, как поступать дальше. Я вам сказала, кто этот мужчина, для чего дан. Вы обои, извините. Поэтому на мужчину не гоните. А мужчина, конечно же, если честно, вот я вам честно сейчас скажу, да, я вижу, что мужчины больше к вам прям расположенность, да, и зависимость от вас больше. Он, конечно, может там хамить, вести себя холодно, но он на вас вот прям конкретно залипший, зависший, и он просто не показывает. Не показывает. На самом деле здесь у мужчины, извините, я так скажу, любви и чувств больше. Больше вот так вот идет. Вот. Так что думайте, решайте сами. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.